Қайырлы күн, құрметті студенттер және білім алушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тәуелденген сөзге барыс септік жалғауының жалғануы. Сегодня мы будем говорить с вами о такой особенности в казахском языке, как дательно-направительный падеж, которого нету в русском языке. В русском языке эквивалентом являются различные предлоги в, на, к и так далее. В казахском языке это специальный падеж, который называется барыс септік, от слова бару – идти. То есть дательно-направительный падеж. В грамматике мы его так обозначаем. Почему именно не барыс септік называется наша тема, а тәуелденген сөз плюс барыс септік? Потому что на нашем уровне А2 вы уже все падежи дательно-направительные знаете, когда они употребляются, знаете, какие фонетические варианты есть, вы знаете. Это, еще раз повторим, ға-ге, қа-ке. Мысалы, қалаға, көшеге, дастанға, қазаққа, және тағы басқа. Туда, достану, на улицу, какое-то действие направляется или предмет в каком-то направлении. Но если наше слово стоит в притяжании третьего лица, то у нас будет другое окончание дательно-направительное. Это на, не. Например, Абай даңғылы. Вы знаете, я вам постоянно об этом напоминаю, потому что именно в русскоязычной аудитории часто происходит данная ошибка. Мы неуместно везде употребляем тәуелдік жалғау третьего лица. Например, дүкені. Мы не можем просто сказать дүкені, потому что когда мы говорим дүкені, мы подразумеваем, что это чей-то магазин. А когда мы просто говорим магазин, нужно сказать дүкен. Университет емес, университет. Это часто встречающаяся ошибка. Встречающаяся. Когда мы добавляем притяжание третьего лица? Тогда, когда у нас есть название этого предмета. Например, проспект, здесь стоит название Абай. Абай даңғылы. И вот тогда у нас будет не ға-ге, қа-ке, которые везде во всех грамматиках встречаются и указываются. Только в некоторых грамматиках указывают еще и на не. На не мы добавляем вот тогда, когда у нас стоит тәуелдік жалғау. Вот сюда еще третье лицо напишем. Третьего лица именно. Даңғылы на. Потом, когда мы еще употребляем третье лицо, тогда, когда у нас не название, а категория каких-то предметов указана. Например, дүңгіршек – это киоск. А какой это киоск? Какими вещами что он продает? К категории он относится к газетным киоскам. Газет, дүңгіршегі, не. Мы не можем сказать газет, дүңгіршекке. Это будет очень грубая ошибка. Газет, дүңгіршегі, не. Соответственно, здесь будет обратно мягкий вариант нашей необычной формы барыс септік. Және тәуелденген сөз. И еще когда у нас притяжание третьего лица, соответственно, тогда, когда предмет принадлежит третьему лицу. Оның баласы, его ребенок, его сын. Оның баласы. Ну и наше окончание, здесь твердый вариант ма. Запомните эту особенность казахского языка, что тәуелдік жалғау третьего лица мы употребляем тогда, не только тогда, когда предмет принадлежит третьему лицу, а еще также, когда мы указываем название или категорию предмета. То есть ставим перед самим предметом существительным название этого существительного или категорию.
И, соответственно, здесь в дательно-направительном падеже будет совсем другое фонетическое окончание. Это на и не. Я вам предлагаю выполнить всю грамматику по данному уроку. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше назарларыңызға көп рахмет.